алейкум, витаю вас, друзья. Сейчас, одну секунду. Стрим сегодня будет без аяда. Время 19 часов, 12 июля 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality. В TikTok мы пока забанены, поэтому в TikTok выйти мы не можем. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Лайки можно ставить, кстати говоря, смотреть тоже можно, нельзя распространять. Все остальные присоединяйтесь. Сегодняшний свой стрим я назвал... Сейчас, одну секунду. Путина поставят на колени, жаль лишь российский народ. Сенатор Кеннеди. Об этом и многом другом давайте поговорим. Так, что еще тут можно сделать? Но вначале, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Валейксалам, Асход Шавик Машуэль. Пост-аналог. Всех приветствую, друзья. Всех приветствую. Сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1070 русских бандитов. Одна боевая бронированная машина уничтожена, 31 артиллерийская система, 245 БПЛА сбито, 90 автомобильной техники и цистерн. Вот смотрите, 1070 боевиков уничтожено, убито и ранено, и одна боевая бронированная машина и 90 автомобильной техники и цистерн. То есть на своих двоих, как так сказать, на ногах, ползком, на ишаках, на лошадях воюют. Представьте себе. Представьте себе, вторая армия в мире, супер, там, великая армия, непобедимая и так далее. 1070 убитых и раненых и 90 автомобильной техники. Это даже если бы они в одну машину или в технику какую-нибудь садились, то там по 110 человек, да, по 120 человек их там должно было сесть. Представьте себе. Ну, конечно же, они туда не поместятся, это там надо специальный большой такой автобус, в которых у них там нет. Там это там буханки, там машины, мотоциклы, мопеды, там все остальное. Представьте, пешком просто мясом заваливают Украину. И знаете, что самое интересное? Это ничего нового в этом нет. Россия всю свою историю воевала чисто человеческим ресурсом, человеческим мясом. Просто вот заваливала. Они воюют так, чтобы те, кто их убивает, их генералы воюют так, что тех, кто их убивает, сходили с ума от этой бессмысленной мясорубки, которая просто, это же люди все равно, даже если это боевики, вооруженные бандиты, все равно это люди. И когда их уничтожают, а их, как мы видим, уничтожают в огромном количестве, это просто невероятно. Невероятно, насколько ты терпелив, русский мужик, насколько ты абсолютно безволен. Ведь рабство отменили в 1861 году, более 150-160 лет назад, 164 года тому назад. Ну елки-палки, можно же быть чуть-чуть достоинством человеком, с достоинством. Невероятно просто. Просто мясо. Ужас. Давайте ваши комментарии немножко почитаем, друзья. Так, победа Украины похоронит путинский преступный режим и поможет нам
россиянам освободиться от воров и преступников в Кремле. Хватит им врать и воровать, и посылать нас на верную смерть в Украину, говорит пост-аналог. Ну, я понимаю, пост-аналогу здесь, я вас ранее не видел, вы россиянин. И я полностью согласен, об этом как раз мы все говорим. Об этом как раз мы все говорим. Так, ва алейкум ассалам, Шамиль. И все свободные люди. Все будет Ичкерия, дал мула, дал мула. Дал мула. Так, еще вам одна шалом алейхум, слава Украине, героям слава, Иркин. Ты уже только шалом говоришь, да, я понял. Молодец, так держать. Так, смотрите, какую я вам новость интересную расскажу, друзья. Ну, во-первых, одна из новостей, то, что трое британских бандитов, которые подожгли склад в Лейтоне, Великобритания, где хранились генераторы спутникового оборудования Starlink, отправляемое в Украину, арестованы. По заказу России действовали. Три придурка. Также хорошая новость для тех, кто занимается переводом денег, продажей автомобилей, продажей товаров в санкционную Россию. 5 лет тюрьмы за продажу авто в Россию, обход санкций. Такое решение в отношении жителя деревни Лора, федеральной земле Гессен, Германия. Решение вынес 8 июля суд Марбурга, сообщили таможенная служба Эссена и прокуратура Франкфурта на Майне. 56-летний работник автосалона обвинялся в продаже в РФ 71 автомобиля класса люкс на общую сумму более 5 миллионов евро. На эту сумму у мужчины решено конфисковать имущество. Он обманом оформлял продажу машин как экспорт в третьи страны. При обыске у него нашли 3 дорогих автомобиля и почти 130 тысяч евро наличными. С июня 2023 года под эмбарго на поставки автомобилей из ЕС в Россию попали почти все спортивные машины, кроссоверы и внедорожники. Но автомобили продолжают поступать в РФ. Эксперты считают, что реальный объем теневых поставок может достигать десятков тысяч машин в год. Вот такая вот интересная новость. И новость от Марко Рубио, генерального секретаря, госсекретаря Марко Рубио. С января этого года российская сторона потеряла 100 тысяч солдат убитыми, не ранеными, а убитыми. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень высокие. Поэтому президент не любит войны. Он считает, что войны – это пустая трата денег и жизни, и он хочет, чтобы они прекратились. И он намерен сделать все, что в его силах, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую у него есть шанс закончить, что вы уже наблюдали в прошлом, сказал госсекретарь Марко Рубио на встрече с прессой в Малайзии. И для россиян еще одна новость, которая вас повергнет в уныние. Российская Дума позавчера приняла закон о том, что с января, то есть, извиняюсь, с 1 сентября национальный мессенджер Макс будет предустанавливаться на все продаваемые в России смартфоны и планшеты. То есть на все, которые будут продаваться смартфоны, планшеты, там будет установлена вот эта программа Max. Это мессенджер как типа WhatsApp, где вы сможете общаться. Это попытка сделать кальку с китайского WeChat суперприложения, которое объединяет в себе WhatsApp, Facebook, Instagram, PayPal, Uber, Tinder, Skype, Yelp, App Store и портал госуслуг. Плюс к этому, к WeChat привязан банковский счет каждого пользователя. Через QR-код можно оплатить все от покупки бутылки воды в уличном ларьке до коммунальных услуг, аренды квартиры, билетов на поезд и налоги.
Наличные деньги в Китае практически вышли из употребления. Взамен большой брат знает о тебе все. Система автоматически, внимание, система автоматически сканирует все чаты, даже приватные, на наличие чувствительных ключевых слов. Если система обнаруживает такое слово, сообщение просто не доходит до получателя. При этом отправитель даже не узнает об этом. То есть, если вы какое-то слово напишите, какое-то предложение своему собеседнику, то он даже не получит это сообщение. Просто это будет занесено там куда-то в черный архив. За систематические нарушения, если вы будете плохие слова писать, какие-то запрещенные слова, там, я не знаю, Господи, благослови Америку, вы там напишите, то это систематические нарушения или серьезные проступки, аккаунт пользователя могут заблокировать навсегда. Для китайца это равносильно социальной смерти. Он теряет доступ к деньгам, контактам и всем сервисам. Система знает о человеке все. Реальные паспортные данные, биометрия, лицо для разблокировки платежей. Геолокация отслеживается постоянно. То есть россиян будут постоянно отслеживать, то есть будут знать, где всегда где он находился, в случае, если потом нужно воспользоваться. Там будет какое-то расследование, если будут интересоваться этим человеком. История всех покупок, полная графа социальных связей, содержание разговоров, история болезней и все записи к врачам. Никакой тайны, короче. Продажные российские блогеры уже подключились к рекламе Макс. Криворукие российские программисты будут там что-то делать, тем не менее приложение получает доступ к геолокации в реальном времени, к камере и звонкам, Bluetooth и контактам. Понимаете? Макс постоянно активен, блокирует переход телефона в спящий режим и отправляет все данные на сервисы, на серверы ВКонтакте, к чекистам, к гибнюкам. Не очень сложно предсказать, что будет дальше. У людей будет два телефона. Один для предъявления полиции. Я уверен, что будут рейды по проверке мобильных телефонов. А другой чисто для себя. Но постепенно количество чистых телефонов в России будет уменьшаться, а количество телефонов прозрачных для власти увеличиваться. Прозрачные телефоны, прозрачные мозги. Вот такая вот интересная получается ситуация, дорогие мои. Интереснейшая. Так, давайте посмотрим. Я смотрю, вы тут нам тролли, как обычно, выделенные для нашего канала. Я напоминаю вам, что наш канал запрещен на территории фашистской России. И только во время стрима мы прорываем блокаду, как когда-то это было Радио Свобода, как это было на Голос Америки, как это было немецкая волна. Мы прорываем блокаду и нас слышат. И люди жадно поглощают информацию, которую вещаем с нашего канала. Надо отметить, что вот эти все каналы, которые якобы какие-то вражеские и так далее, они не запрещены на территории России, а наш канал запрещен, чем я безмерно горжусь. Так, давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Ой, я смотрю, троллятину сегодня выделили в большом количестве. В большом количестве. Так, давайте посмотрим, что нам пишет троллятина. Так, ясно. Так, так, так. Не поможет перемога Украины Русне. Куда и кому им служить, если не будет хозяина? Так, Шамиль, если Украина победит, вот Украине и будут служить, Зеленскому будут служить. А почему нет? Залужному, там, Сырскому. Все нормально, все будет Ичкерия. Так, на Московии нет православных, потомки андрофагов неизлечимы, говорит Джон Смит.
Так. Ну, вот они забивают все мне тут в эфире. Я вот смотрю, оскорбления, бред, чушь, короче, все подряд. Выделяют троллятин. Нас не только запрещают на территории фашистской России, но когда у нас стрим идет, и мы можем появиться на территории России, нам всячески мешают. Да, совершенно верно. Иркин, ФСБ работает. Ну, смотрите, сейчас я долистаю, что вы тут мне тут пишете быстренько. Если что-то пропущу, уважаемые мои, настоящие мои зрители, пожалуйста, повторите свой этот комментарий. Приветствую посетителей канала Здравого смысла. Государство Чеченской Республики Ичкерия восстановит свою независимость. Слава ЗСУ, Литва. Киртулкас, витаю вас. Героям слава. Героям. Так, всех, друзья, приветствую. Ну, я, короче, перемотаю вниз, самый низ. Украина победит. Слава Украине. Героям слава, Юрий. Героям слава. Героям слава. Ну так, смотрите, друзья. Тут просто пишут и пишут, пишут и пишут. Ну, молодцы, пишите. Я вам пока предоставлю послушать одно видео. На этом видео уважаемый сенатор Джон Кеннеди говорит очень интересные вещи. Давайте послушаем его. Это очень важно. Это очень важно. Пришло время поставить Путина на колени. Очень жаль российский народ, но будут душить по поводу закупки нефти, и в России наступят очень бедные, голодные, тяжелые времена. Конечно, россияне будут есть там траву, но не сопротивляться. Не сопротивляться. Вот такие вот они, россияне. Ну, давайте послушаем сенатора, уважаемого Джона Кеннеди. Сегодня я кратко поговорю на несколько тем, без определенного порядка. Я немножко увеличу скорость. Я хочу поговорить о России и войне с Украиной. И независимо от того, как вы относитесь к войне в Украине, я думаю, что большинство объективных людей согласны с двумя вещами. Во-первых, Владимир Путин, который управляет Россией, а не народ России, но их руководство. Это бандит. Бандит ваш Владимир Путин. Пират. Кровь под ногтями. Ему нельзя доверять. Вторая вещь, с которой, я думаю, большинство здравомыслящих американцев согласится, это то, что мы все хотели бы, чтобы война закончилась. Президент Трамп пытался. Новая фишка в WhatsApp, о которой знает только 1%. Ой, черт побери, рекламу. Сейчас пропустим рекламу. Дальше послушаем. И, честно говоря, президент Путин... Внимание! Слушайте, россияне. Сената. Путин обращался с нашим президентом, как будто президент Трамп отправился экспрессом в город лохов. Город лохов отправился. Все правильные вещи. Когда разговаривает с нашим президентом, я затем делаю противоположное, и я думаю, что он не уважает Америку. Он имеет в виду президента Путина. И это, не только он, вся Россия, все КГБ не уважает Америку. Это уже давно пора понять. Но для танго, не вся Россия, конечно. И у нас не будет урегулирования, пока президент Путин не решит, что это в его интересах остановить войну. Не в интересах России, потому что я не думаю, что он заботится о своем народе. Я думаю, война закончится, когда Путин посчитает, что это в его интересах. И я не думаю, что он станет считать, что это в его интересах, пока не почувствует давление господин президент. Потому что иметь дело с Путиным – это как иметь дело с большинством тиранов. Это как кормить акулу с руки. С ними нельзя договориться. Вы должны заставить их почувствовать боль. Многие люди думают о России и Путине как о гигантской стране с большим богатством и властью, и это не совсем так, господин президент. Да, у них есть ядерное оружие, но на самом деле российская экономика довольно маленькая. Например, европейская экономика составляет около 50 триллионов долларов. Это их ВВП. Российская экономика составляет всего около 2 триллионов долларов.
штат Нью-Йорк в Америке имеет более крупную экономику, чем Россия, и я считаю, что об этом нужно помнить. Экономика России также не очень сильно диверсифицирована. Это в основном нефть. Путин полагается на отходы от нефти для примерно 1/3 своего бюджета. Теперь почему я об этом говорю? Потому что российская экономика не в лучшем состоянии, господин президент. Они тратят почти все свои деньги, около 7% своего ВВП, на поддержание своей военной машины. И, честно говоря, российская экономика с самого начала не была так уж хороша. И если вы сядете и просто посмотрите на цифры и статистику, вы увидите, что инфляция в российской экономике в какой-то момент была заоблачной. В какой-то момент, я думаю, у них была инфляция 21%. Я думаю, если вы посмотрите на российскую экономику, вы увидите, что многие из комментаторов России считают, что это исходит от российских комментаторов, не от других. Они думают, что Россия может быть на грани рецессии. И если вы посмотрите на цифры из России, вы увидите, что производство в России снижится. Вы увидите много потребителей, людей, обычных людей в России, затягивающих пояс. Инфляция, о которой я упоминал, господин президент, остается высокой, и российский бюджет напряжен, цена на нефть снижается. Помните, я сказал, что Путин зависит от нефти примерно на 30%, на треть своих доходов, а цена на нефть снижается. Их модель роста в России, их модель жизнеобеспечения основана на войне. И они начинают ощущать последствия этого. Например, в первом квартале этого года российский ВВП вырос на 1,4%. Вы можете подумать, это неплохо. Не отлично, но неплохо. Однако в четвертом квартале 2024 года, если посмотреть на цифры, российская экономика выросла на 4,5%. Очевидно, что она замедляется. И опять же, помните, я говорил, что российская экономика основана на нефти. Почему она замедляется? Во-первых, цена на нефть упала. Мы это знаем. Во-вторых, Россия тратит все свои деньги на войну с Украиной, что нанесло ущерб другим частям ее экономики. Точка зрения, которую я пытаюсь донести, господин президент, заключается в том, когда вы имеете дело с таким тираном, как Путин, и пытаетесь привести его к столу переговоров, что нужно сделать, так это прижать его и задушить. Прижать и задушить. Это через его денежные потоки. Путин, помните, я не говорю о хороших людях в России, я говорю об их руководстве. Я говорю о Владимире Путине, бандите. Путин может вести свою войну только благодаря потоку денег, получаемому от продажи нефти. Это единственный способ. Без этого денежного потока от нефти он не сможет продолжать. Нам нужно перекрыть его финансирование. Нам нужно остановить его продажи нефти. Сейчас у нас уже есть санкции против России, и у Европы есть санкции против России, но Россия научилась обходить эти санкции и продолжает продавать нам нефть. Например, Индия покупает много российской нефти, Китай покупает много российской нефти. Но мы можем это остановить. У нас есть законопроект, 87 из нас подписали его, который применит так называемые вторичные санкции против России. Наш законопроект будет не только вводить санкции против России, ее продажи нефти, но и против всех, кто покупает российскую нефть. Большая разница. Большая разница. Это бы сказала тем, кто хочет покупать российскую нефть. Если хотите купить российскую нефть, дерзайте. Но вы не сможете вести дела с Америкой. И не сможете использовать американский доллар, который является мировой валютой для ведения бизнеса в Америке. Это поставит Путина на колени в течение 3 месяцев. И у него не будет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров. Теперь президент Трамп был очень терпелив. Президент Байден, он не был терпелив. Он был... Я помню, как президент Байден сказал, он сказал Путину, вы знаете, мы не хотим, чтобы вы вторгались в Украину, но если это будет маленькая экскурсия, возможно, это будет нормально. Я помню это. Как вы думаете, что сделал Путин? Помните кормление акулы с руки? Он сразу вошел в Украину. Президент Трамп, с другой стороны, действительно пытался быть рациональным и вести переговоры с Путиным, говоря, смотрите, нам нужно найти дружественное решение, чтобы удовлетворить обе стороны. Украина готова, Путин только и делал, что позорил нашего президента и нашу страну. И этот момент настал, чтобы поставить Россию на колени. И мне ненавистно это говорить про русских людей. Но пришло время поставить Путина на колени, сломить его. И единственный способ это сделать – перекрыть его денежные потоки. А единственный способ перекрыть его денежные потоки – остановить его продажу нефти. Потому что это как минимум треть и, вероятно, 40% его денег. У нас нет выбора. Иначе эта война может продолжаться вечно. Сейчас у нас есть законопроект наготове. Мы ждем, когда президент Трамп даст нам знак, потому что мы хотим действовать вместе. Президент тот, кто пытается вести переговоры о мире. Но я надеюсь, президент Трамп серьезно посмотрит возможность, позволит нам нажать на спусковой крючок, потому что это единственное, что заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров. Я бы хотел, чтобы мир был другим. Есть просто некоторые люди, я не знаю почему, если я попаду в рай, я спрошу, но есть некоторые люди в этом мире,
они не больны, они не поняты, они не запутаны. Дело не в том, что их мама или папа не любили их достаточно, они просто плохие люди. Это так. Некоторые из них управляют страной. Один из них Владимир Путин. Давайте сделаем то, что нам нужно. Плохой человек Владимир Путин будет поставлен на колени. То есть нефть, которую будет торговать, покупать это Китай и Индия, у России нефть, на тех будут наложены санкции, они не смогут торговать долларом, и у них будут большие проблемы с американцами. Вот такие вот интересные дела, друзья. С чем я вас всех поздравляю. Все уже закончилось терпение, и теперь мы увидим очень мощное противостояние между Соединенными Штатами Америки и фашистской Россией. Уже переходим в эту стадию. Очень долго уговаривали, очень долго пытались. Но мне кажется, знаете, это не столько было уговоры, сколько какие-то барыши все равно американцы имели. Например, Сирия и Башар Асад, например, покинул. Да, ну, более-менее какое-то приемлемое такое решение было принято. Что вот Башар Асад уходит, и другой какой-то протурецкий чувак там становится. Затем то же самое касается Ирана, например. Россия отказалась помогать Ирану, и Иран как бы пошел тоже на попятную, хотя у него разбомбили всю эту ядерную атомную инфраструктуру. Ну, вот много таких вещей мы видели, которые каким-то странным образом решались, которые десятилетиями не решались эти вопросы, а тут раз, и все это решилось. Но, в конце концов, понимая, что Путин не готов идти до конца к переговорам, к перемирию и так далее, потому что реально позволит после потерь миллиона своих убитыми и ранеными своих боевиков сказать, что вот все, я отказываюсь от Украины и так далее. Слишком сильно вот это ФСБ ввязалось в это, и они слишком сильно боятся за свою шкуру, за свое вот это существование, за свою свободу, чтобы не попасть в тюрьму. Но и одновременно с этим им абсолютно наплевать на русских, на российский народ. Им абсолютно, они ничего для них не представляют. Никакой ценности, мы это убедились, в этом убедились. Мы видим это, ежедневно видим. Никакой ценности русские, там, тем более какие-то другие национальности, проживающие в этой стране, не представляют никакой ценности. И они будут их уничтожать, посылать на войну, платить им деньги, чтобы они там гибли и так далее. Но в России наступает, я полагаю, что в ближайшее время начнутся вот полное, тотальное эмбарго на покупку российской нефти и газа. И, скорее всего, это 30-40% от дохода, который получает Россия. И, соответственно, первыми, кого будет это государство обкрадывать или объедать, скажем так, это будут простые граждане, простые россияне. И у них уровень будет все падать, падать, падать и падать. Ну вот, все будут переориентироваться на Китай, на Северную Корею. Ну вот это уровень сегодняшней России и будущей России. Как-то так. Так, Горамон Ра говорит привет. Приветствую. Аслан, тебе Байрактар на голову ракету не запустил еще за тупую оголтелую туркофобию, говорит Ховард Хаггес. Но, во-первых, я не туркофоб абсолютно. Я вообще никакой не фоб. И точно не туркофоб. Я с большим уважением отношусь к турецкому народу. Я отношусь плохо к подлости, вероломству турецкого империализма, который иногда абсолютно наплевательски относится к интересам чеченцев, в частности, и только идет вот за интересами своей великой Турции. Понимаешь? Это мне очень напоминает вот эту фашистскую Россию. А так я с большим уважением отношусь к простым людям, туркам. Очень уважаю, очень считаю, это хороший народ. Но вот такая вот интересная ерунда. А Байрактар, ну покажи свое лицо, назови свое имя, не будь как русская сука, которая мне каждый раз, каждый день угрожает, а будь мужчиной, не будь блядью, которой ты являешься. Покажи свое имя, назовись. Ты же мне угрожаешь смертью, правильно? Байрактар на меня наврал. Я считаю тебя блядью конченой, понимаешь? Будь мужчиной.
Покажи, назовись именем своим, понимаешь? И все будет отлично. А так угрожать там, мне столько угрожали, тебе придется стать в очередь, понимаешь? А это очередь очень длинная. Ну, ты понял, кем я тебя считаю. Так. Кеннеди приводит аргументы, почему надо принять закон, заставляющий государство, покупающее энергоносители от террористического государства РФ, платить пошлины 500%. Да, Киртугас, совершенно верно, абсолютно так. Теневые танкеры украинские службы выслеживают и наносят удары по моторным отсекам и выводят их из строя. Нефть не разливается, говорит Асламбек. Да, ну, все равно же продают ее, занимаются. Наверное, автор канала шлагбаум поставил для ваты. Да, я просто тем, кто подписан менее 5 дней, не имеют права писать. А вся эта троллятина, которая пишет, они не подписаны. Это же фабрика троллей, и они тут пишут. Баркал. Вообще, я понял, что именно США вытеснил Россию из Европы, Сирии, Ирана. А как сделал, это другой разговор, главный результат. Назначь локацию, мне говорит Ховард Хаггес. Посмотрим, кто из нас, блядь. Ты, блядь. И ты не придешь, потому что таких, знаешь, сколько я повидал. А если ты придешь, ты не уйдешь. Понимаешь, ты не уйдешь, если ты придешь. Я живу в Гамбурге. Мой адрес знают все просто. Я каждый день езжу на работу. Приезжай, покажись. Давай я тебе покажу, что ты есть. Ты никто, тебя звать никак. Понимаешь? Так, локация город Гамбург. Приезжай и звони. Мой номер телефона под каждым видео есть. Под каждым видео. Назови свое имя, если ты просто мужчина. Мужчина, как ты можешь быть? Мужчина, если ты бледина. Так, я тебя буду банить, если ты будешь дальше мне тут писать. Аслан, не ругайся к этому. Тебя принуждают, чтобы дать страйк. Это проделки гибни Ютуба. Ну, может быть, может быть. А что Россия была в Иране? Нет, Россия не была в Иране, но она не помогла Ирану, когда нужна была помощь, понимаешь? Асан, тебе может даже русский написать от имени турок. Ну, может быть, может быть. Ну, я много вещей говорил про Турцию, причем я говорил правду. Я говорил то, что Турция делает, реально ее спецслужбы делают. К народу, к Турции в целом не имеет это имеет отношение к имперскому, как не имеет отношения в целом к русским, когда я говорю об этом. Потому что русские имперцы, вот о чем речь. А если турецкие имперцы там чем занимаются, ну, я говорю об этом. Если это будут другие кто-то, кто вредит нам, я буду говорить об этом. Вероломно, подло с нами поступили не единожды в истории. Понимаете? Абсолютно без какой-нибудь обратной связи. Просто использовали и нарушали свои слова, которые были, понимаешь? Поэтому, ну, говорю, буду говорить. Приедет, посмотрим. Мы все увидим, как ко мне приедет на вот этот никто. Защита от империалистических амбиций какого-либо народа абсолютно не является фобией к этому народу, будь то РФ, Турция или Иран. Спасибо, Жень. Абсолютно так, абсолютно так. И я отношусь очень хорошо ко всем народам, и вы это знаете, кто меня смотрит. А так зайти там, неси чушь какую-то, да, пытаться меня там пристыдить или абсолютно у вас ничего не получится. Приведите конкретные факты, где я там на народ, на нацию что-то говорю, и тогда будем разговаривать. А так зайти там, ты это тут, покривляться здесь, попробовать себя показать каким-то дерзким мужчиной. Ну, приди, покажи. Город Гамбург. Набери WhatsApp. Под каждым видео есть мой номер.
Мне все равно, ты забанен. Ты знаешь, что делать. Номер есть, подъезжай. Боснеец ты, турок ты, там, чеченец ты. Абсолютно мне не имеет никакого значения. Приезжай. Асан, огромное уважение тебе. Благодарю за твои слова. Ты делаешь здравое дело. Спасибо, но Уэлзи. Спасибо. Асан, не опускайся на его уровень. К тому же, возможно, это трольчатина. Да, конечно, трольчатина. Никуда она не приедет, эта трольчатина. А если приедет, я гарантирую вот, публично под запись, что он не уедет отсюда. Я это гарантирую ему. Ему и любому, кто сюда приедет. Да, можно из-под тишка какую-то пакость сделать и попробовать бежать. И то под тишка не убегут. Он пробовали в Берлине убежать. Алейкум салам, Ашараним, Ашвойло. У кого нервы не выдержали, он проиграл. Да, у меня абсолютно спокойно. Я просто назвал его тем, кем он является. Извиняюсь за грубость, конечно, но нервы у меня все в порядке. Я немножко сегодня устал, но абсолютно спокоен. Ну, ты все прав насчет Турции. Это народ с имперским нарративом. Их ни один сосед не любит. Ни греки, ни курды, ни болгары, ни армяне, ни арабы, ни грузины. Да. Береги нервы. Договорились ранее. Сюрик, Хуль, Далуизель. Евгений Тесланбеку. Так, друзья, давайте дальше. Давайте дальше. По списку, как говорится. Он лизнуть лишил, видимо, туркам. Боснеец, говорит он. Лизнул он. Зашел сюда, туда. Черт. Он думает, здесь мы просто так сидим, просто так разговариваем, просто так там какие-то факты выкладываем. Такой умник зашел, да? Ужас, что творится в Украине. Я как смотрю эти видео, где там дроны там атакуют. Это просто невообразимо. Какая просто мясорубка. Ужас. Вот как раз про мясорубку я вам хотел это видео дам сейчас послушать. Если это я точно могу. Вот, давайте послушаем про мясорубку от Губарева. Идейный такой был Губарев, который там начинал эту русскую весну, там Новороссия, все такое. Это самые большие лохи оказались в этой ситуации. Они поверили в ФСБ, они думали, что они русские, там ФСБ русская, их там поддержит. Ничего подобного. ФСБ и все остальное, как говорится. Посмотреть, сколько мы городов взяли там за эти 3,5 года, ну это же смешно. Блин, 3,5 года, 3,5 года. И я утверждаю, то есть мое мнение, что свыше 1 миллиона жертв. Убитые, пропавшие без вести и покалеченные, в том числе погибшие в госпиталях. Посмотреть, сколько мы городов взяли там за эти 3,5 года. Включить. Извиняюсь. Вот такие вот вещи происходят на тюрлях. Так. Трамп, наконец, начинает осознавать, что к чему и обязательно будет помогать Украине. Хана параши. Да, да.
ФСБ, все остальное Б, говорит Баваненко. Да, Баваненко, полностью с вами согласен. Вот это заявление Кеннеди должно было быть сказано и так сделано в феврале 22-го, а правильнее еще в феврале 14-го. Да, совершенно верно, Евгений, абсолютно так. Но видишь, Америка не ставила в приоритет борьбу с Россией там, и так далее. Они надеялись, что из них получится какая-то демократическая страна. И когда над нами они творили весь этот ужас, Россия творила, тогда американцы и сказали, что немножко потерпите, там демократия будет, там все наладится, там и так далее, и так далее. Но, как мы видим, ничего не наладилось, ничего. Но это невежество, как сказал Пол Гоббл, незнание глубинных процессов, незнание. Вот, например, в России в вузах, в милицейских школах, в юридических вузах первая пара начиналась, например, это лет, наверное, 15 назад было, начиналась там урок ненависти, час ненависти к США. Представьте себе, Америка все для них делает, у них интернет, YouTube, там все, доллары у них там ходят. И они говорят, что Америка плохая. Ну, значит, готовились к чему-то. Готовили, вот промывали молодежь, мозги молодежи, чтобы они вот ненавидели США, Запад и так далее. Сейчас то же самое мы наблюдаем по поводу евреев. Это уже они уже глубинно начали изучать и против американцев, и против англичан, и против Израиля. И вот они все раскапывают, там, короче говоря, что самое главное это Израиль на земле, что евреи там их всех мучают, бедных там и так далее. И вот это уже, ну, продолжение этого всего процесса идет. Это значит о том, что они в долгую собираются этим заниматься. Они будут очень долго-долго нас терроризировать и вредить нам всем долгое-долгое время. Мне вчера понравилось выступление Пашиняна, президента или премьер-министра, кто у них он там в Армении. И он сказал очень такую интересную аллегорию, такой пример привел, который для чеченцев очень подходит. Кстати, я переключусь сразу с России на Армению и Ичкерию. Он там сказал, что знаете, кого мы напоминаем, он говорит, армянам. Мы на автотрассе, автобане, вот проходим, идем по этому автобану, и нас сбивает машина. Мы возмущаемся, встаем, кричим, там, а нас опять сбивают. Опять встаем. Вместо того, чтобы выучить правила, понять, как все это действует, и принять участие в этом автомобильном движении, вот в этом всем движении. Так, это просто один в один подход чеченцев. Вот как бьемся об стену, бьемся, вот едет машина, мы в нее бьемся, встаем там, мы непобедимые, мы самые бессмертные, умираем там, разрываемся на куски на этой автотрассе, там машины, Уралы, там, КамАЗы нас сбивают. Мы все равно, нет, мы должны идти этим путем. Мы должны мы свои правила сделаем на этой автотрассе. Вот такое вот интересное дело, и мне очень нравится, очень приятно, что Армения и Азербайджан начали сближаться, начали какие-то диалоги вести. Им очень трудно будет. Десятилетиями ненависти Россия туда вбивала, и они говорят, что Россия была между нами, теперь ее нет, давайте договариваться. Это самое верное решение, которое есть. Он там про Туран говорит, да, мы там Туран, там туда-сюда. Я тоже ничего против турков, Турана, их строительства, их империи не имею. Абсолютно. Я имею против того, чтобы нас втягивали в это. Нами пользовались. Да, взаимовыгодны должны быть любые условия, любые там, соглашения, сделки. Это должно быть, чтобы взаимовыгодно было, а не так, что вот взяли, что хотим, делаем, что не хотим, а вот там и забыли, дали обещание, забыли, там, своих людей там нам навязывать. Нет, это нам не нужно. Не нужно. Посмотрим. Как-то так, да.
Америка думала, русские станут людьми, а стали чертями, говорится. Страсклайд. Ну, не чертями, просто теми, кем были, теми и остались. Проект «Россия» закрывается, Мордора не будет. Ну, Россия, конечно, останется какая-то часть. Имперская Россия закрывается. Свободу всем народам. Будут независимые процветающие республики после распада РФ. Дай бог, дай бог. Знаете, если Америка и ее союзники ближайшие нам не помогут, чеченцам, то у нас большие проблемы, я вижу. Вот эта вся гибня, они нам навербовали людей у нас, они нам там, короче, у них деньги, правда за нами. Да, чеченцы знают правду, чеченцы, конечно, будут сопротивляться этому. Даже если не могут активно это сопротивляться, то пассивно точно сопротивляться будут. Но при всем при этом несопоставимы просто вот ресурсы, если та же Турция, Туран, например, вместе с Россией будут нами пользоваться. Да, Армения, за Арменией сейчас стоит, я не знаю, США или Великобритания. За Азербайджаном тоже стоит там та же Турция, там с Израилем в хороших отношениях. А мы как бы полностью находимся во власти вот этой фашистской России, и эта Россия будет на нас воздействовать, опять же, через свою агентуру, деньгами. Всех, кто недовольный, там, кто говорит правду, там, типа меня какого-нибудь там человека, их будут просто ликвидировать, будут против там них плести там разные заговоры, там, дискредитация, уничтожение там, и так далее. И в итоге ну, бардак будет. Опять хотят построить вот это там халифат свой какой-то там, Дагестан, Чечня, Ингушетия, что там, единый туда-сюда там. И, конечно, нам нужна помощь, очень сильно нужна помощь от США, от ее ближайших союзников. И, к большому сожалению, ничего этого не видно пока. И, по всей видимости, никто даже не хочет заниматься этим. Но если бы с нами кто-то заключил союз, договор, то этот договор мы выполнили бы на 100%. Просто однозначно на 100%. Очень жаль, очень-очень жаль, что вот мы снова оказываемся, вот вроде бы все ради решается, там, да, сейчас войны идут, еще усугубление всего этому будет процессу. Но при всем при этом у наших врагов деньги, у наших врагов там возможности больше пока. Хотя народ полностью за нас. Народ на нашей стороне, вот мысли чеченцев на правильной стороне. Если бы были бы ресурсы, были бы возможности, то они все аккумулировались бы вокруг нашей легитимной власти, президиума, и мы бы такой, ну, как бы выкарабкались бы из этой ситуации. 100% соблюдя наши договоренности, с кем бы они ни были. Но, к сожалению, их нет. И я не вижу, что мы каким-то образом сможем к сожалению, без столкновений, к сожалению, что-то к чему-то прийти. Очень жаль, конечно. Очень жаль. Ян, шалом, дорогой. Все будет Ичкерия. Спасибо. Ам Израиль хай. У Армении два выхода. Либо налаживать с Азербайджаном и Турцией, либо дальше изоляция. Да, к большому сожалению, этот мир, он очень несправедлив. Хотя правильно было бы, например, иметь свое влияние. Например, там, наверное, Англия и Америка
там, Грузии и с Арменией пытаются налаживать там какие-то там свое влияние иметь, так как христианские страны, там то все. Ну, на самом деле, без нас все будет печально. Да, сейчас кажется, что мы там а, а, слабы и так далее. Но это не так. Абсолютно не так. Сил очень много. Просто нету правильного выхода из ситуации. То есть реального какого-то заинтересующего чеченцев выхода из сложившейся ситуации. Многие бы просто стали на правильный путь и действовали бы. И нам, как и Армении, придется взаимодействовать в этом регионе. И нас будут изолировать больше даже, чем Армению и Грузию. Цель Турана – это развал России, не более, по мне. Ну, может быть. Ну, не то чтобы развал России. Они хотят, да, вот Армения – это там коридор к Азербайджану и к Каспийскому морю. Каспийское море, дальше Туркменистан идет, и все вот этот пояс, Тюркский пояс идет, который закроет, в принципе, от Китая, от вот этих восточной части этого континента. И ну, вот в этом смысле получается. И мы оказываемся снова, чеченцы, кавказцы, оказываемся между двух морей, и будет мощная Турция, мощный Туран, экономически мощный, военный мощный, как мы знаем. Ну и ослабшая Россия, которая тоже никуда не девается и тоже будет все равно присутствовать. Поэтому вот такая вот ситуация. Жаль, конечно. И знаете, вот оно все поделено в этом мире. Эта часть уже отдали Турции, НАТО там в этом регионе, там НАТО орудует. Но я думаю, это будут большие последствия потом, когда Турция станет очень мощной, сильной, и когда она уже почувствует, что вот этот весь Туран она объединила, она будет действовать похлеще, чем даже, может быть, Россия. Играя вот на религиозной вот этой теме, там, нас могут вот сделать из нас, они как демократы будут, все такое, а из нас, как Дагестан, Ингушетия и Чечения, там, может быть, другие какие-нибудь мусульманские республики Кавказа, из них, я так думаю, они планируют вот то, что они мечети строят, там вот этот их спецслужбы действуют, российские, ну, в первую очередь, и потом турецкие, что вот из нас делать такой сектор газа, чтобы там Израиль терроризировать, там европейцев терроризировать, там кого-то, может быть, китайцев терроризировать. Ну, скорее всего, это в первую очередь для Турции это будет Израиль, которым она захочет там противостоять, кто там еще. И вот это будет. Но это ужасно. Вот это все мы понимаем, видим, и к этому нас ведут. Понимаете? Никакого личного чеченского интереса в этом нет никакого, абсолютно. Просто урон полная деградация. Мы видим, вот что стало с арабами Палестины. Вот 80 лет они джихад объявляли, там, сперва они коммунизм объявляли, большевиками они были, потом стали по приказу Москвы, Лубянки, стали джихадистами. Ну, в итоге полностью они разбиты, нищие, все как будут по всему миру, никому не нужные там шляться. И сейчас им какие-то условия предлагают. Нет, мы никакие условия не принимаем. А их кто-то спрашивает, там все вокруг, нет, это там несправедливо и так далее. А справедливо то, что их никто не спрашивает, и они будут нищими, как они были все это время, никем. Просто инструментом в руках вот этих России, арабских стран, Ирана. Ужас. Но я не хочу такой судьбы своему народу. Я сделаю все, что в моих силах. Будем просвещать людей, будем пытаться объяснять и предупреждать вот эти всякие разные провокации.
Так, быть царем у Путина не получилось, никто его к себе в страну не впускает. Это бракованный продукт. Да, конечно, Путин попал в капкан, большой капкан он попал. Цель Турана, Турецкая империя. Да, Османская империя, возродить то, что было, это такие пазлы, да, спазмы, точнее сказать, как у россиян, у русских, вот на этом играют, причем их спецслужбы играют. Мне кажется, это вообще сумасшествие сейчас создавать какие-то империи и пытаться, ну, живи себе, развивайся, да, кто хочет, принимай, кто не хочет, зачем насильно это делать. Посмотрим. Такое ощущение, что в последние десятилетия силовики и политики США и Запада живут в каком-то голливудском фильме сказки, а не в реальности. Да, вообще как-то странно на самом деле, да, американцы себя ведут, очень странно ведут. И, ну, наверное, многого мы не знаем, поэтому. Ичкерийцы – друзья Украины, США, Израиля и всех остальных достойных стран. Да, совершенно верно. На Уэлси. У Ичкерии могли быть хорошие отношения с Израилем, но пока что в соцсетях один негатив от лиц, называющихся и чеченцами по отношению к евреям. Да, совершенно верно, но это большая работа ведется. Помните, когда я вывесил флаг Израиля после попытки атаки на израильское посольство здесь, в Германии, российскими спецслужбами, я вывесил этот флаг. Вы видели, что творилось у меня в комментариях, сколько было этого негатива, просто взорвались тогда, помните? Им очень не нужно, чтобы это было. Это все делается. Я общался, кстати говоря, я недавно проводил стрим ночью в ТикТок. Сейчас пока я забанен там, до 14-го, еще пару дней. И я провел опрос чеченцев. Как вы относитесь к Израилю? Я раньше спрашивал себя чеченцев про НАТО. Как вы относитесь про НАТО? Когда я тогда НАТО флаг повесил в самом начале, мне говорили, ты кафирский флаг повесил. Еще американского не было, натовский я тогда вешал. Ты кафирский, они НАТО убивают всех, третье, десятое там и так далее. Ну, не очень сильно, потому что туда Турция входит. И вот про турецкий, здесь очень большой лобби про турецкое среди чеченцев есть. Обманутые есть, за бабки, кто там на бабках сидит там, кто там абсолютно плевать ему на чеченцев, просто он там бабки получает от турецких спецслужб. И тогда тоже вот активность была по НАТО я спрашивал. И когда я про НАТО спрашивал, ни один чеченец мне не сказал, что он против НАТО. Просто из знакомых, там где-то знакомых, в любой компании, куда там. Я очень сильно общался раньше, сейчас я изолировался, а раньше я очень был активен. И ни один не сказал ничего про НАТО. Мечта, говорит, НАТО, попасть нам в НАТО, это мечта чеченцев была. Потому что мы все воины чеченцы, и нам быть вот с мощным таким альянсом, это мечта просто была. Наше любимое дело, воинское дело, и мы в НАТО, и там отлично просто. Разведка, диверсионные там, спецгруппы, это все наша тема. И вот я сейчас начал говорить, спрашивать о Израиле, о евреях. Много пишут, и надо узнать. Один человек мне сказал, что там Израиль, там вот ты видишь, он детей убивает, там третье, десятое. Но это правда, я ничего против того, что идет война, гибнут люди, и я не за то, чтобы убивались дети, там, женщины и так далее. Ну, мы с ним поговорили, и он, в принципе, сказал, что да, я не против, конечно же, с Израилем наладить отношения, это было бы идеально. Евреи нормальные люди, и в Коране про них все говорит. Ну, короче, никаких проблем у нас. И религиозный вопрос, гражданский, социальный, все отлично, короче, в военном плане все подходит. Все остальные сказали, ну, нам по большому счету никакого негатива, никакого дела до Израиля нет. Если они нам помогут, мы с удовольствием примем помощь. Ни одного не было. Вот этот, который там немножко ругался, он и то был согласен на условиях, что вот там будем договариваться. Не было просто, понимаете? Вот
здесь в Германии спрашивал, в других странах там звонил, писал, разговаривал, специально провел такой небольшой социальный опрос. Не было просто. А здесь то, что мы видим, там грязь, мат, перемат, там все вот и все остальное. Это говорит о том, что вот сидят люди, они же ничего не делают. Если бы эти люди, которые сейчас там против Израиля говорят, на меня что-то наезжают, если бы я сегодня, вот первый день сел бы и занимался бы этим вопросом, и такое появилось, я бы тогда поверил бы, да, ну да, наверное, там все какие-то там антисемиты. В нашей культуре нету ненависти ни к одному, я много раз это говорил, ни к какому народу. Тем более евреев, которых мы очень хорошо знаем по нашим грозненским евреям, которые никогда у нас не было никакой вражды, ненависти, только плюс от общения с ними. Уважение мы видели от них к нам. И, соответственно, мы ведем себя так же, как ведут к нам, по отношению к нам. Они встречали нас, они не трогали наше имущество, когда мы возвращались. Они встречали нас на плот, хотя мы не должны были вернуться. И на Кавказе должны были построить и новый Израиль, да, как рассказывает нам ГБшная, ФСБшная, КГБшная пропаганда. Не было никаких вопросов не было. Просто нам сейчас показывают кадры, что убивают, а у любого человека слабому всегда как бы ты принимаешь его сторону. И нам показывают, какие ужасные евреи. А все же на русском языке, мы все живем в информационном, российском, русском информационном пространстве. И нам все такое пазловое кодирование происходит. Какие они ужасные, что они хотят сделать. Потом это они сделают, потом то они сделают. И потом показывают войну и реальную гибель там людей. Что-то фейки. Реально арабы сами делают эти фейки там, представляют. Что-то реально есть. Можно реально увидеть это все. Это правда. Идет война, гибнут люди. Это ужасно. Очень жаль. Мне искренне жаль этих арабских женщин, детей. Искренне. Но по большому счету у нас ведь то же самое было. Никому дела не было. И по большому счету люди как бы понимают, что Израиль хочет выжить. Если объяснять нормально людям, объяснить, попробовать объяснить. Смотри, вот эти люди просто хотят жить. Евреи, если они откажутся сопротивляться, им не дают права оставлять свое государство, как и чеченцам. Вот они борются, как и мы боремся. Что еще? И все понимают. И по большому счету и от этого нету никакого антисемитизма, просто нету. А если бы, например, Натаньяху или правительство Израиля там, признало бы наш президиум, там, у Израиля очень в информационном смысле мощно можно поддержать там, нашу ситуацию там, и так далее. Если бы это произошло бы, то все чеченцы, все я не могу, конечно, сказать, есть и тролли, и прорусские, которые за власть будут драться до последнего, и все остальные, но по большому счету 80-90% чеченцев просто были бы рады этому, потому что из этой ситуации нам нужно как-то выходить. И Израиль может это сделать, просто нужно это Израилю. Ну, во всей видимости, не нужно. Как-то так. Поэтому, что я еще хотел сказать? Вылетело снова. Начинаю что-то рассказывать и ухожу, короче говоря. Так, ЕС превратился в социалистический лагерь со своими ограничениями бюрократии. Надо свой блок создавать, говорит Асамбек Тутаев. Построена система по сей день: царь, дворяне, бояре, купцы, князьки, охрана, Росгвардия, полиция и далее все родственники, кумовья, одноклассники, стукачи по СНГ, мысли вслух. Да, Шарани, в принципе, да. Чеченцы живут по всему миру и достаточно хороших контактов. Должна созреть ситуация. Да. Спокойствие Кавказа исторически зависело от чеченцев, и поэтому другим странам придется с чеченцами считаться. Асланбек Тутаев, абсолютно с тобой согласен, абсолютно. Просто насколько нам придется приложить усилия к этому, сражаться, опять гибнуть, опять вот это все провокации, грязь. Просто если бы американцы, просто наш президиум пригласили бы, просто с ним поговорили бы, многие турецкие, там, иранские, российские уже бы очень осторожно относились бы.
И мы бы могли бы уже формировать вокруг нашего президиума, в каждой стране, везде своих представителей, свою власть, четко, как положено. Но ну, вот пока этого не делают. Ну и я не вижу предпосылок, что они сделают, к большому сожалению. Ну вот вам и про негатив к евреям. Поэтому вот негатив, он вот связан с войной, чуть-чуть время пройдет, и этот негатив, вот это все, боль, все утихнет. И такого негатива, ну нет. Я что вспомнил, что я рассказывал, о том, что если бы я первый день тут сидел бы и не знал бы всего этого, так я же звал всех на митинги против, когда в Сирии была война. Я столько митингов здесь провел, сам проводил, участвовал в этих митингах, выходил на протесты вместе там с сирийцами, с немцами, там, с другими. Огромным количеством просто. Украинцами мы ходили на сирийские протесты и так далее. Но никто не выходил. Вот и я все это время, вы же каждый день меня практически видите, тут я сижу вам рассказываю. И там, когда Хангашвили убили, там, ну и много-много вещей было. Не было вот этих всех людей, которые такие там отъявлены, потому что огромное количество вот этих всех каналов, ичкерийских, религиозных, имаратовских каких-то, халифатовских, это все троллятина. Абсолютное все за деньги, им там от 20-25 тысяч рублей в месяц платят, и они создают эти каналы, действуют. Понимаете? Это просто в огромном количестве эти каналы. И поэтому это все искусственно. Если бы я не видел бы вот изначально, никого же не было. Вот 2-3 блогера было вот в самом начале, когда там начали, когда сколько, в 19 году, в 18 году, в 19, когда в 18, 17 я ролики делал, там ну, 2-3 вот был, Абдурахманова они прислали, этого агента, там другие там появились, 2-3, там, вот вся была система. И я, видя, что эти люди нас ведут какую-то вот эту религиозную вот эту свою бредятину, хотя я думал, они на самом деле ну, искренне заблуждаются. Я с ними часами разговаривал, там, пытался их переубедить. Там. А невозможно переубедить человека, который агент. Он марионетка, он слуга ФСБ, и его ты не переубедишь. Но я не понимал этого тогда. Я там искренне пытался объяснить, там, доказать, там, смотрите, там, мы же строим, там, ну, свои знания какие-то им раскрывал, объяснял. А бесполезно, абсолютно бесполезно, потому что он как бы на задании, он на работе. Ну и я тогда открыто вышел и начал уже делать стримы и уже сам пытаться неуклюже, с ошибками что-то делать. Ну и вот теперь у меня есть опыт, и теперь я могу говорить, ты кто такой вообще, расскажи о себе, откуда ты взялся, куда ты нас ведешь, откуда ты деньги получаешь. Надо же все это смотреть, если ты тут вышел и людям что-то рассказываешь. Пусть люди знают. Про меня все знают. Давайте про вас все узнают. Давайте узнают. Да, это нелегкий труд. И абсолютно неблагодарный труд, я вам скажу. Но другого выбора не было. Просто другого выбора не было. Как-то так, друзья. Поэтому у нас нету такого антисемитизма. И вот я смотрю, знаете, вот сейчас много антисемитизма там в Испании, которая была, кстати, с нацистской Германией. Вы можете легко проследить, которые поддерживали нацистов, а нацизм в первую очередь ориентировался на антисемитизм, на гонение евреев, убийство евреев, как мы знаем. Это одна из скреп была гитлеровской идеологии. И все, кто поддерживали, они поддерживали именно из-за того, что не любили евреев. Многие христиане считают, что там Иисуса распяли там, евреи, хотя это сделали римляне. Ну да, там евреи причастны к этому, но в основном это все делал прокуратор Рима и представитель. И вот вообще внутренний, знаете, антисемитизм здесь есть в Европе. Мы это знаем, что он есть. И когда эти люди выходят, они выходят не в поддержку Палестины, убивают детей. Они вот свою внутреннюю ненависть, тоже программа, пазлы, которые им вложены, там, вот из-за этого уходят. Это я думаю так. Потому что, ну как не понять, что происходит? Что делать евреям? Ну, давайте будем Испанию 80 лет обстреливать.
Посмотрим, что испанцы сделают. Они там на митинг вышли, там с этими, с арафатками, с этими платками и так далее. Сложно, конечно, это все всем донести, объяснить, но если у народа стоит выбор жить или не жить, то этот народ имеет право на очень многое, как это имеем право мы, чеченцы. Понимаете? Вот как-то так. Здесь. И это не в поддержку арабов Палестины, арабов сектора Газа, а просто антисемитизм, внутренний такой, махровый антисемитизм в людях говорит. Мне так кажется. Могу ошибаться. Ну и плюс, конечно же, действуют российские эти, в первую даже очередь действуют вот эти российские разные механизмы по дестабилизации, по внедрению вот каких-то нарративов в голову людей. Вот они везде там вбивают. Там есть какой-то турецкий канал, вот он у меня везде вылазит. Везде. Я его не смотрю, я его убираю. Может, один-два раза какой-то ролик увидел, я посмотрел. Все, после этого мне постоянно в Фейсбуке, там везде. Фейсбук, Цукерберг сделал еврей, там YouTube американский, там тоже там произраильский, проеврейский должен быть, по идее. Но столько антисемитизма, просто ты смотришь, думаешь, ну, а где тогда вот это всемогущество евреев тогда, где они? Даже если в Фейсбуке они не могут, ну, там свобода слова, все я понимаю, но поголовно просто вот так, ну, как так? Так же нельзя. Кстати говоря, мой канал, например, я американцев поддерживаю, у меня флаг висит, я всегда там все положено. Вот мой канал, там, мне страйки приходят, вот у меня 100 тысяч подписчиков было, я им пишу, они говорят, у вас много нарушений, мы вам не можем вот эту кнопку выслать, так далее, и так далее. Так я говорю, нарушения у меня из-за того, что на меня жалобы, ФСБшники, их тролли разные пишут. Да, моя вина тоже была, я некоторые нарушения делал, которые по правилам Ютуба не подходят. Но по большей части меня атакует вот эта вся троллятина. Нет, вы меня извините, там, туда-сюда, там, пробовал нанимать адвоката, он у меня 10 тысяч евро попросил. Я говорю, идешь ты далеко и надолго, короче говоря. Ну, вот такая вот ситуация. Короче, если кто-то может мне помочь, там, в Америке, например, там, с юристами, которые могли бы там заняться моим каналом, чтобы этот канал восстановил полностью. Монетизацию мне нужно восстановить, там, чтобы полноценно канал действовал, чтобы везде его YouTube рекомендовал. Я буду благодарен очень сильно. Кто может, помогите. Кстати говоря, так. Макс Имадаев. Все колонизированные народы обретут независимость. Украина одолеет врага. И регулярные отряды гордой Ичкерии, волки, полевые командиры, партизаны проявили героизм в борьбе с русистами и вынудили сдаться. Салам Машал Дуун Аслан Машал Душ Маша Льеш Болчадели Салам Маш Холю Буря Машуой. Так. Огромная благодарность ичкерийцам, кто помогает его из Украины. Спасибо, спасибо. Так, я как-то смотрел ролики шариатчики в Турции, Абу-Кавказ, тогда война началась в Газе, тогда на своем канале через слово евреи оскорблял. Эти опасные люди, допускать таких людей к власти будет ошибкой. Не знаю. Ну, работают люди, работают. Кто-то просто оболванен, абсолютно безграмотные люди. Кто-то по заданию на работе. Не хочешь с Илоном Маском поговорить и влиться в его партию Америка и быть 51-м штатом США? Ну, во-первых, не хочу я влезть никак в американскую политику, ни к Илону Маску, ни к кому. Тем более я поддерживаю Дональда Трампа.
И мне, если честно, Илон Маск, его выходки мне очень какие-то странными кажутся. 51-м штатом, конечно, мы не хотим быть. Мы хотим быть независимым, суверенным, демократическим государством. Мы хотим быть на равных. Высокомерие чеченцы никогда не будут терпеть. Ни от американцев, ни от турков, ни от русских, ни от кого-либо. Даже русские, которые нас только уничтожали, они вынуждены посадить тогда там чеченца и как бы там многое позволять там туда-сюда. Мы видим это все. Потому что высокомерие, там кто-то ниже, выше нам это не будет. И чьим-то штатом быть мы тоже не хотим. Мы не для этого сражались. Мы свободные люди, хотим быть свободными до конца и будем такими. Даже в оккупации, даже в изгнании мы остаемся свободными людьми и придерживаемся этого. Поэтому нет, не хочу быть ни с Маском, ни 51-м штатом. Но хочу, чтобы Америка, Германия, Франция, Израиль, Великобритания помогли нам. Помогли. И готов выполнить любые условия, которые нам президиум поставят, следовать просто до запятой, точно как сказано, до точки и запятой. Израиль – страна, чей Кнессет поддержал войну против Ичкерии. В Израиле большинство русскоязычной агентуры Кремля. Там скрывается много преступников, совершивших преступления в Чечении. Дело не в Чечении. Хлопонин, Чубайс, Козырев, Абрамович – это только вершина айсберга. Они мутят голову Америки. А тут слушал не раз по радио выступления Козырева. Чечения не имеет никакого влияния на Запад, но против нас их также настраивают русскоязычные граждане Израиля, русские агенты. Евреи американские гораздо более демократичны в сравнении с русскоговорящими, говорит СЦ, который, как утверждает, проживает в Соединенных Штатах. Я слышал другую информацию Агаяда Идигова по поводу Кнессета, что почти половина проголосовала, чтобы война была остановлена, что против войны. Об этом говорил Джохар Дудаев. Да, есть агентура, русскоязычная агентура есть, я не сомневаюсь, они действуют не только против чеченцев, но и против евреев они действуют. Конечно же, многие будут действовать, даже произраильские будут действовать против Ичкерии, если они агенты там российских спецслужб. Что сделал Абрамович? Абрамович – это кошелек, который держал бабки Хлопонин, да, преступник, Чубайс, да, преступник, про Козырева, но он вроде бы давно отошел от дел, он был министром иностранных дел и сейчас живет в Америке. Не знаю, еврей он или нет, но вполне возможно, что действовал против нас. А кто не действовал против нас? Сейчас самый сильный антисемитизм в Испании, Ирландии, Норвегии, Швеции. Самое интересное, они интересуют палестинцы, они просто антисемиты. Об этом я как раз и говорил. Испания, видимо, у них древняя, давно идущая традиция. Ирландия, я так полагаю, это они там назло Англии, Великобритании. Британия они действуют таким образом. В Норвегии, не слышал, что есть там антисемитизм. В Швеции тоже, их там не слышал я особо ничего. Я согласен жить и делиться хлебом с любым соседом, без разницы какой расы или веры. Я знаю, многие ночи со мной согласятся ради мира и процветания моей Ичкерии, но я не соглашусь никогда с русней. Буря, мы с тобой на одной волне. Я именно об этом и говорю. ООН антисемитская организация. Нет, ООН не антисемитская организация, просто ООН ходят Россия и ее вот эти все арабские, иранские, все вот эти подружки и друзья, вот эти страны. И вот они антисемиты. А ООН, Америка заседает, тот же Израиль в ООН, как мы знаем, есть. Кнессет не поддерживал войну против ЧРИ, а ровно наоборот. Козырев живет в США. Абрамович имеет гражданство Израиля, но не живет в нем. Сколько лжи в одном комменте. Это рекорд, говорит Евгений, отвечает СЦ.
Евгений, прочитай про Юрия Штерна и 2 чеченцев тоже из израильской команды на фоне расизма. Эсте, да, этот случай я помню, когда приехали туда чеченцы, 2 футболиста от оккупированной Россией Чечении, да, этот момент мы же тоже не можем забывать. Это представители России были, и представители Кадырова были. Если бы они представляли свободную независимую Чечению и приехали, были бы нападки, я видел эти нападки, там на них там мусульмане, там туда чечены, туда-сюда, там говорили на них, это я видел. Но если бы они приехали из свободной Чечении, я думаю, к ним отношение было бы другое. Но кто такой Кадыров, там вот это все мы видели. И по одному случаю, а мы знаем, что футболисты это вообще отдельная когорта людей, это больше всего националистов там собирается в этой футбольной, болельщики, там разные вот эти группы. Они, ну, у них своя волна. Да, это я видел, это было. Ну, то же самое, например, тебе Евгений может сказать обратно про чеченцев, про евреев, например. Понимаешь? Это если принимать единичный случай. Нужно же это преодолеть, мы же хотим договориться. Как-то так, друзья. Так, сколько мы в эфире? Бундесвер в 2024 году потратил на перевооружение 31 миллиард евро на закупки и заключил около 12 тысяч контрактов, рассказал интервью глава федерального ведомства по оснащению информационным технологиям технической поддержки Бундесвера Анетта Ленинг-Эмден. В 2021 году на перевооружение было потрачено почти 17 миллиардов евро. Мы будем продолжать наращивать объемы, пообещала она. При этом армии приходится покупать продукцию, которая уже доступна на рынке, отметила Ленинг-Эмден. При этом войскам приходится отказываться от дополнительных пожеланий. Приоритетами закупка Бундесвера чиновница назвала противовоздушную оборону и боеприпасы. Ленинг-Эмден заявила, что в случае нападения России в 2029 году Германия будет готова. Возможно, у Бундесвера не будет всего необходимого оборудования. Но если нам придется сражаться, мы будем достаточно хорошо вооружены в союзе с нашими партнерами. Так что мы готовимся, друзья. Вы как хотите, но мы готовимся. Так. Дочь главы Сбербанка отказалась от флага РФ и заявила, что не поддерживает войну с Украиной ради допуска к международным соревнованиям. Да им все равно, что угодно будут говорить, главное, чтобы у них там была возможность, да, сделать свое дело.
Аслан, в случае возрождения Османской империи, с одной стороны, поддержка чеченской диаспоры, а в каких-то аспектах и оказывание помощи и связи с религиозными взглядами. С другой стороны, турецкое влияние может вызвать опасения сохранения идентичности, учесть опыт прошлого. Какой вариант ближе? Вот об этом мы много обсуждали. Меня уже тут туркофобом обозвали. Вот именно вот из-за вот этого всего. М, не знаю я, короче говоря, как наш президиум решит, так и будет. Я думаю, в президиуме там есть люди, которые очень опытные и очень хорошо думают. Хотя есть и такие странные там, вещи, которые могут быть, ну не знаю я, короче говоря. Я говорю только свое мнение. Я рядовой человек, правозащитник, всего лишь рядовой гражданин Чеченской Республики Чечня. Никакую власть не занимаю, ни на что не влияю. Просто я пытаюсь сохранить и предугадать, чтобы мы, чеченцы, предупрежден, вооружен, чтобы мы, чеченцы, знали, что нас ждет, куда мы идем. И вот все, кто меня смотрит, кто-то соглашается, кто-то спорит, кто-то там свое мнение высказывает. И мы таким образом вырабатываем. Я все свое время, если я не работаю, я все, и даже когда работаю, в ухе наушники, я что-то читаю, слушаю, пытаюсь понять, анализировать, куда нас ведут. И вот даю вам такую вот почву для размышления, чтобы вы думали. Чеченцев нельзя вести как россиян куда-то. Им нужно дать, вот смотрите, вот путь, и только честно. Потому что нас обманывают все. У нас нет аналитического центра, у нас нет информационного центра. Мы, фактически переживший постгеноцидный народ, находимся в тяжелейшем положении. И вот мы пытаемся как-то, я свое мнение хочу сказать, это всего лишь мое мнение. Оно может быть ошибочным, оно может быть там каким угодно, но я это делаю как независимый человек и искренне желая своему народу лучшее. Вот что мной движет. Я могу ошибаться, я могу заблуждаться, всякое может быть. И было, меня и дурили, обманывали, я где-то ошибался. Но в общем, картину, которую я вам выкладываю, она в принципе идет так, как мы угадываем это. Все предсказываем, можно так сказать. Предугадываем, какие там действия впоследствии идут. Поэтому моя задача вас предупредить, чеченцы. Не дать нас опять в огонь бросить, не дать опять нас на эту автостраду вывести, чтобы машина нас убила. И мы опять окажемся в этой ситуации. Хотя есть люди, которые не понимают этого, кто-то там преследует свои личные интересы. Нас отправили в Сирию, уничтожили нас. Это сделали люди, которые здесь в Европе проживают, в Турции проживают, которые работают на русню, еще на кого непонятно. Нас пытались в Палестину отправить там против Израиля. Ну и вот эти вещи нас пытались отсюда депортировать. Вот Шабол буквально над нами работают, конкретно работают. И у нас должен быть аналитический центр, у нас должен быть информационный центр, у нас должны быть журналисты. Но пока мы их не видим. Мы видим только каких-то непонятных там пропагандистов, непонятных там блогеров и так далее. Но будем дальше продолжать. Как будет шунгуштук сдештек. Каждый день я выхожу, почти каждый день, как могу, выхожу и пытаюсь, чтобы мы сохранили, что-то как-то сделать. Как у меня получается, вам судить. И истории. Посмотрим, как все будет. Дикнак. Я против Турции ничего не имею. Я вижу просто, что много раз мы обжигались этой Турцией. Я об этом говорю, может быть, я это резко говорю, может быть, это неприятно. Но знаете, когда, как говорил Шамиль Басаев, пока нерв не заденешь, шевелиться не начинают. Вот я пытаюсь нерв задеть, и турков задеть, и американцев нерв задеть, и евреев нерв задеть. Всем показать, что, вот смотрите, мы тут есть, и сделайте что-нибудь. Если человек кричит, это не всегда это угроза, как говорится. Может быть, он просит так о помощи. Поэтому в данном случае я прошу помощи для чеченского народа. И она в 10-кратном размере вернется. 10-кратно. И тот потенциал, который у нас есть, если он раскроется, он будет полезен всем, кто протянет нам эту руку.
Посмотрим, как будет. Зачем ждать 29-го года, чтобы сражаться? Если можно применить бункерные бомбы, зачем ждать, когда станут бомбить их мирное население? Да, Бавонетка, полностью с вами согласен. Ну, нужно подготовиться, нужно армию, обучение там, и так далее. И есть надежда, что если у вас будет вот эта мощь военная, немцы прямо об этом говорят, то Россия просто не передумает нападать. Понимаете, когда есть сила, они подумают, что не очень выгодно им нападать. Но то, что Россия пытается ГДР, Восточную Германию, снова забрать себе, это мы уже давно предупреждаем и наблюдаем. Странно, что американцы или какая-либо страна не может уничтожить Путина, или страны играют в свои игры, или ищут выгоду, понять бы, кто остается в выигрыше войны. Ну, смотри, уничтожить Путина не так-то легко, с одной стороны. Понимаешь? Во-первых, нужно, чтобы самолет долетел. У Путина, по-моему, 40 тысяч, вот это ФСО, 40 тысяч охрана. Вся Росгвардия, там, по-моему, 400 тысяч, по-моему, Росгвардия, это тоже его армия. Росгвардия – это по факту президентская гвардия. И они все подчиняются там. Мы вот исходим то, что в Чечне, например, Демирхановы Росгвардию возглавляют. Они полностью подчиняются там Золотову, ближайший охранник, надежный человек Путина, там, из КГБ и все такое. И это не так-то легко. Все скрывается, перемещается, там, 3/10. Ну и уничтожив его, еще проблема не решается. Дело ведь только не в Путине. Путин – это только верхушка айсберга. На самом деле система КГБ, ФСБ, она управляет Путиным. Понимаете? Путин просто один из игроков в этом. Там много генералов, Патрушев, там Бортников. Ну, Бортников, может, Путину подчиняется, его назначит человек. Но есть еще другие разные товарищи в этой системе, которые очень влиятельные, очень мощные в этом смысле. И они управляют этой Россией. И уничтожив одного Путина, ну, другой сразу появится. Что какая разница? Другая марионетка у ФСБ будет сидеть. Путин фактически такая же марионетка управляется. Потом, ну, как, например, как произошло в Иране, когда они бомбили вот эти военные объекты. Сперва Израиль уничтожил все эти противоракетные вот эти все системы. Помните, вчера же Израиль все сделал. Израиль уничтожил, там разбомбил, все внимание отвлек на себя. И только потом, когда уже израильские самолеты спокойно летали над Ираном, только тогда американцы полетели. Чтобы вот не было промахов, ошибки не было, чтобы их самолет не сбили. Это же был и имиджевый, репутационный большой удар по Америке. Только в таком случае. А нанести удар, и Путин уйдет, или там собьют американский самолет, например, но в этом случае репутация никакого толка, и ущерб репутации США будет. Поэтому убить не так легко. И еще нужно взвесить, выгодно это или нет, толк от этого. Убить президента страны – это объявление войны. Америка, как мы видим, не хочет, чтобы ей Россия объявляла войну. Если они еще не убьют его, там не попадут, или если полетят ракеты, у них ведь, я думаю, Путин больше всех охраняется, он очень сильно боится. И не только ближайшие люди знают, в какую машину он сел, куда отвезли. Может, там весь кортеж уехал, а он на какой-нибудь там простой машине сзади едет. Или вообще где-то через бункеры там вышел, где-то в другом месте пересел там на троллейбус и уехал. Поэтому так-то у них, это же мощная, сильная спецслужба российская, они умеют охранять первых лиц и так далее. У них, по-моему, первых лиц давно не убивали уже. Поэтому это не так легко. Ну, конечно, Америка, если захочет, она это сделает. Значит, пока не нужно. Пока это не нужно. Ну, или недостаточно сильно нужно, скажем так. Если Америка поставит цель развал России через неделю. Ну, не совсем так. Я не думаю, что так легко это будет. Так, где у нас тут был комментарий?
укатился. Турки первые предатели. Вчера был арестован черкесский активист, профессор университета, явно по заказу Лубянки. Рима Гукова говорит. Да, не слышал, не слышал. Ну, может, отпустят еще. Турция обычно не выдает людей. К сожалению, и Западу, и Востоку наплевать на свободу Ичкерии. Нам самое главное, чтобы российские и другие спецслужбы не толкнули на войну с Россией или участие в войне в пользу арабов или турков. Вот этим я как раз и занимаюсь, чтобы нас никуда не бросили, не использовали. СЦ. Вот этим я как раз и занимаюсь, чтобы нас не использовали. Когда была война в Сирии, не только из Чечении, из Дагестана обманывали через социальные сети. И вот так целыми семьями уходили, да якобы за халифат. Да, абсолютно так, абсолютно так. Всех вытягивали, и ингушей вытягивали, и черкесов вытягивали, кабардинцев вытягивали. Кого только возможно, кто вот этой пропаганде вот подсел на нее, на эту пропаганду, эту ваххабистскую, вот их всех выдергивали, вытягивали. Которых терроризировали на России, хотя здесь в Европе никто никого не терроризирует, тоже поехали. Потом еще женщин туда звали. Это тоже была целая операция. Женщин завлекали, девушки уезжали, потому что там парень какой-нибудь, там романтика, молодая девушка, ее парень зовет, тут на джихаде, у него там дом, там он все намародерничали, чей-то дом захватили. И вот было такое, да, большому сожалению. Большому сожалению, мы не работали, ни дагестанцы не работали, ни ингуши не работали, ни чеченцы не работали в этом направлении, чтобы остановить это все. Большому сожалению. Но теперь будем работать, будем заниматься и будем стараться. Все верно, Асан. Кто молчит, о том не знает, его просто нет. Да, Жень, поэтому я этим занимаюсь. Не потому, что мне это какую-то пользу приносит, как вы видите, никакой пользы не приносит это. У меня, ну, я потерял все, что у меня было, я не общаюсь, потерял всех родственников, ну, и все там, какие-то уголовные дела, там все остальное, там угрозы, убийства, это все ерунда. Но я не получаю никакой выгоды, кроме того, что я пытаюсь чеченцам и всем людям объяснить нашу ситуацию. Единственная моя задача, чтобы донести до людей правду, чтобы люди, чеченцы, ориентировались. Если они знают, где угроза, где ложь, где обман, то они не дадут себя в обиду. Чеченцы в этом смысле мы очень сильные. Просто нас обманывают. У меня есть друг, но он вообще, он не знает, что такое страх. Я вообще таких людей не видел никогда, да, он вообще, у него эта опция отсутствует напрочь, короче. Но его можно обмануть. 2-3 ласковых слова. Скажи его, погладь его, обними, там, скажи, брат, любую вещь он сделает ради тебя. Вот такие вот мы, да, большие наивные дети, короче говоря. И мы не верим, когда вот такая какая-нибудь ужасная ложь, вот взрослые люди, мы, да, нам невозможно поверить, что человек может быть таким лицемером, таким лживым и так далее. Невероятно просто. Я сам удивлен многих вещах, но уже сейчас я уже принял, понял и иду дальше. Но и нужно объяснять. Вот смотрите, разные симулякры создают. Вот Закаев, ну зачем Закаеву столько денег вкладывается? Зачем вот вокруг него агентура действует? Там кто-то с Турцией связан, кто-то там с Россией связан. И все какие-то свои дела делают. Вот если бы я об этом не говорил бы, что они меня вербовали, вокруг бы там очень много людей собралось. Очень много честных, порядочных, достойных людей подумали бы, что это правда. И нас привели бы к катастрофе. Потому что Закаев неоднократно, где был Закаев, там была кровь, там были провокации, там были теракты, там были убийства. Много-много интересных вещей там было. Кровавых вещей там было. Ну, что делать? Вот так делают симуляции. Дальше продолжают. Смотрите, абсолютно вот мы разоблачаем, говорим, как будто ну, другого выбора у них нет. Они, как говорит Аят Дигов, отрабатывают, свое дело делают. Вот я пытаюсь чеченцев отгородить от этого. Ценой я только сам знаю, какую цену я за это заплатил и еще заплачу. Всего хорошего, друзья. Как понятно, друзья и граждане, Бурю прочитаю.
Друзья и гражданин мира, сплотитесь, освободитесь от рабства. Подумайте о будущем своих детей. Сколько можно заходить в кабинет начальства за там-нибудь, бросьте цепи, говорит. Да, совершенно верно. Турции нужны народы. Давайте я еще почитаю. Вы тут что-то дезактивизировались, а мне интересно вас читать, друзья. Евгений, Турции нужны народы Северного Кавказа, но не в качестве нацменьшинств, а как человеческий материал для отуречивания. Качественный материал, если вообще так можно говорить о людях. Да, совершенно верно. Это империя, которая много-много в себе народов поглотила. Чеченцы, которые оказались в Турции, отуречились. И Иордании остались чеченцы, а в Турции фактически да, они этнические чеченцы, но ничего общего уже ни языком, ни многими другими вещами уже у них не осталось. Хотя они, да, чеченцы. И, к большому сожалению, я не хочу этого. По большому сожалению, мы идем по этому пути. Я предупреждаю. Предупрежден, вооружен. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless America. Всего хорошего, друзья. До свидания. До завтра.